В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Река Лена является центральной артерией страны в зоне вечной мерзлоты. Как и все большие реки Сибири, она течет на север, впадая в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. 2 июля, то есть сегодня, в Якутии отмечается День реки Лены. О главном источнике воды, пищи и важнейшей дороге Сибири мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Анисия Игнатьева, руководитель департамента Министерства экологии Республики. Анисия Егоровна, здравствуйте. Да, добрый день. Ну что ж, расскажите о значении нашей главной реки как водного ресурса в экологии республики. Река Лена, несомненно, выделяется своей мощью, самобытностью и является крупным водным объектом не только республики, но и всей страны. Да? Берет свой исток в Забайкальском крае, в районе озера Байкал, и впадает в море Лаптевых, как вы и сказали. Да? Протяженность реки составляет 4400 километров, площадь водосбора 2,5 миллиона квадратных километров. Да? Вдумайтесь, потому что территория республики — это у нас 3 миллиона квадратных километров, из них, ну, конечно, там часть другие субъекты, да, которые попадают в площадь водосбора, тем не менее, большая часть нашей республики является площадью водосбора реки Лена, куда вот все вот притоки притоков реки Лена, бассейн вот реки Лена составляет 2,5 миллионов квадратных километров. Наиболее крупным водопользователем реки Лена является АО «Водоканал». Это у нас водоснабжающая организация города Якутска, снабжает водой население более 300 тысяч человек. И объем водопотребления годовой, да, составляет порядка 25 миллионов кубов в год. Ну и, несомненно, конечно, река Лена — это наш источник еды, пищи, ну и водного транспорта. Праздник День реки Лены, сегодняшний наш праздник. Для чего он был организован? С какой целью? Ну, в целях привлечения внимания, в первую очередь, да, к сохранению уникальных природных объектов реки Лена, в целях развития экологического туризма, ну и вообще создания национального бренда на основе реки Лена, да, на образе реки Лена, указом тогдашнего президента Республики Саха-Якутия Егора Анатольевича Борисова в 2013 году указом президента был утвержден этот год 2 июля, ну и ежегодно мы его отмечаем. А какие есть проекты, которые вот курирует ваш департамент именно по реке Лене? Ну, департамент по водным отношениям у нас вообще выполняет переданные федеральные полномочия в области охраны водных объектов, да, и в том числе в эти мероприятия входит определение береговой линии, водоохранной зоны водных объектов, не только реки Лена, да. Но в этом году мы будем заключать двухгодичный контракт на выполнение работ по определению береговой линии реки Лена. Это в пределах долины Туймады и противоположный берег, это у нас Мегино-Канкаватский район, с внесением этих данных в единый государственный реестр недвижимости. Это позволит нам, является одним из механизмов мероприятий, да, по охране водных объектов. Также мы работаем над включением мероприятий по улучшению экологического состояния водных объектов города Якутска в новый национальный проект «Экологическое благополучие», федеральный проект «Вода России». И мы очень надеемся, что мы попадем в этот проект. Да, у нас там 4 озера города Якутска и 2 реки. Это Мархинка-Шестаковка, озера Атласовские, Сергеляях, Белые и Хатынгюрях. Вот наиболее на данный момент, которые, вот, на наш взгляд, на которых необходимо провести работы по улучшению экологического состояния этих водных объектов. А как местные жители и общественные организации вот могут внести свой вклад в сохранение экологии нашей реки? Ну, вообще у нас очень активное население, мы очень благодарны, да, потому что вот во всех мероприятиях, которые у нас министерство проводит, у нас население очень активно принимает участие, и благодаря тем же сигналам нашего населения, да, мы имеем возможность быстро реагировать на некоторые там негативные моменты, да, как загрязнение водных объектов, поэтому продолжаем в том же духе, работаем совместно, ну и если вот мы видим какое-то загрязнение, да, нарушение, то, соответственно, если мы снимаем фото, видео, пожалуйста, отмечайте дату, место и время, потому что иногда бывает очень сложно, отправляют видео, да, и совсем непонятно, когда было снято это видео и где оно было снято, да, поэтому, пожалуйста, вот такое пожелание.
Вот всероссийская акция «Вода России». Как она проходит в нашей республике? Какие результаты прошлых лет и планы в этом году? Так, акция «Вода России», она уже проводится 11-й год, оказывается, да, я думала, это совсем недавно было, это уже, оказывается, с 2014 года. И с каждым годом у нас увеличивается количество населения, которое принимает участие. Допустим, если у нас в 2023 году приняло 30 тысяч человек, то 30 тысяч человек, протяженность береговой линии, очищенной береговой линии составила 1300 километров, собрали более 5000 кубов мусора, то в 2024 году у нас уже приняло более 48 тысяч человек, очистили 1200 километров береговой полосы, да, собрали 8 тысяч кубов мусора. И благодаря этим данным в прошлом году Якутия вошла в топ-5 регионов Российской Федерации, самых активных регионов, да, и заняла 4-е место. В этом году у нас задача стоит занять 2-е место, но мы очень надеемся, что мы добьемся этой цели, да, и поэтому мы призываем население республики активно также принимать активное участие в наших субботниках, не только в Якутске, да, у нас не только на реке Лена, у нас очень много водных объектов, да, у нас, как вы все знаете, там более 700 тысяч водных объектов, соответственно, в каждом населенном пункте у нас есть чуть ли не по несколько озер, да, рек, и, соответственно, пожалуйста, наши инспекции, органы местного самоуправления, общественные организации, они организовывают субботники, экоактивности, да, поэтому, пожалуйста, выходите, принимайте участие. Это, в принципе, сплачивает коллектив, да, и, в принципе, это бывает, иногда бывает, сидишь в офисе, да, на улице такая погода классная, и хочется на улице побыть, и почему бы не совместить приятное с полезным. Да, действительно, у нас народ очень активный оказался. Да. Но вы еще ранее тоже сказали, что очень активно также присылают всякие видео, обращения, да, выявили какие-то пожелания. А интересно, с какими обращениями чаще всего? Так, примеры немножко. В последнее время у нас участились жалобы по поводу выхода хищников в границы населенного пункта. Да. Последнее сообщение это у нас было по поводу выхода, допустим, медведя в поселке Айхал Мирнинского района, там все благополучно обошлось. Бывают такие, например, сообщения. Бывают сообщения по поводу загрязнения водных объектов. У нас в основном, конечно, основная масса это по поводу загрязнения водных объектов. Да. То есть это наши рыбаки, охотники, они выезжают на охоту, на рыбалку, в тайгу выезжают, на природу, и, соответственно, они, конечно, не всегда мы имеем возможность, да, выезжать в отдаленные участки промышленные, да, в золотодобывающих компаниях. Поэтому на самом деле это нам очень помогает, когда присылают такие сообщения, видеосообщения, да, и бывает очень хорошо, когда это понятно, где это происходит, когда это происходит, потому что иногда присылают, либо в каком-нибудь паблике публикуется видео, потом начинается не очень хорошее слово, возможно, хайп, да, по поводу того, что загрязняет водный объект. Потом начинаем разбираться, а это было 3 года назад. И вообще даже не на территории республики, да. И, соответственно, пожалуйста, если вы видео снимаете, еще раз повторяюсь, указывайте время, место, да. Если координаты указываете, то это было бы вообще, очень хорошо. Здорово, да? Да. Возможно, на вашей практике были какие-то такие вопиющие случаи громкие, или которые вам запомнились, которые удалось предотвратить благодаря таким сообщениям? В основном у нас, к сожалению, сообщения же приходят уже постфактум, да, о загрязнении водного объекта. Но наши инспектора, когда выезжают на рейды, да, они прям сидят в засаде, чуть ли не называется, да, чтобы поймать за руку тех же недобросовестных недропользователей, да, чтобы предотвратить сброс сточных вод в водный объект. Поэтому мы работаем над этим, да. У нас бывает такое, да. Угу. И на сегодняшний день запланирован большой субботник, да, для оздоровления экологии реки. Расскажите немножко о нем. Какой маршрут?
Ну, у нас вообще на этой неделе ряд мероприятий, посвященных Дню реки Лена, да, не только субботник. У нас сегодня, вот, например, прошло заседание межрегиональной комиссии по сохранению реки Лена. Данная межрегиональная комиссия включает в себя Иркутскую область, да, представителей Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области. И нам очень отрадно видеть активное участие наших коллег из других субъектов, да, потому что все равно они как бы бывают случаи загрязнения реки Лена и ее притоков в верховьях реки Лена, да, которые ощущают те же жители Ленского района, Алюкминского района. Да, поэтому в целях вот, сохранения водного объекта была создана эта комиссия. Вот сегодня мы рассмотрели мероприятия, которые будут, ну, мы планируем провести в рамках федерального проекта «Вода России», это на территории Иркутской области и Республики Саха-Якутия. Также рассмотрели вопрос строительства Новоленской ТЭС, которая планируется в Ленском районе. Да? И по загрязнению реки Чара, которая у нас была в этом году. В прошлом году было, и в этом году тоже, к сожалению, повторилось. Мы информацию направили своим коллегам в Иркутскую область, но надеемся, что они там примут меры, соответствующие меры для предотвращения дальнейшего загрязнения водных объектов. Так, по поводу субботника, да, ну, у нас ежегодно традиционно эти субботники проводятся от Ленского до Булунского районов, да, по всем практически населенным пунктам, которые расположены у нас на берегу реки Лена. Первыми ласточками у нас были Хангавасский район. Они вчера, 1 июля, провели субботник, собрали где-то 47 мешков мусора, приняло, по-моему, 45 человек, да, участников было. Не так много, конечно, чем вот по сравнению с тем же городом Якутском, да, но тем не менее. Сегодня у нас в 4 часа планируется субботник, большой субботник на берегу реки Лена, сбор возле лодочной станции на перекрестке, вот где у нас поворот на лодочную станцию, напротив 202-го микрорайона. И пройдемся вдоль берега, вот в сторону лодочной станции, получается. Да? Мешки, перчатки мы предоставим как организаторы данного субботника, да, и попросим всех, ну, возможно, будет дождь, потому что вот с погодой как-то этим летом как-то не очень, да, и, соответственно, возьмите с собой дождевики, непромокаемую обувь и горячий чай. Вот. И вот еще на самом деле интересно, а помимо акций, как-то еще отмечаете этот день, возможно, с коллегами? Может, какие-то свои традиции имеются? Ну, в принципе, да, вот этот субботник у нас наша большая традиция, потому что мы ежегодно выходим на эти субботники. Также у нас, конечно, выход на СМИ у нас, да, то есть мы участвуем в ряде передач, радиопередач, да, соответственно, выступаем и как бы информируем население о таком важном дне, да, потому что на самом деле, ну, как мне казалось, все знают на дне реки Лена, да, но, к сожалению, это не так, да, и очень много, оказывается, не знают о фактах о реке Лена, да, поэтому мы в своем телеграм-канале провели викторину, проводим до сих пор, она идет, пожалуйста, поэтому заходите на телеграм-канал Министерства экологии, это «Экология Якутии», да, участвуйте в нашей викторине, проверьте себя, свои знания, там, в принципе, такие вопросы, ну, на мой взгляд, несложные, да, но для кого-то, возможно, они будут очень сложные. Также мы в этом году провели тестирование для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Да, это у нас есть управление профилактических мероприятий Министерства экологии, которое именно отрабатывает для предотвращения правонарушений со стороны индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Да, соответственно, они провели вот это тестирование и направили всем для участия. Ну что ж, Анисия Егоровна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. А я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.